Генпрокуратура Таджикистана обещала проверить снятое силовиками видео в Рушане. Разногласия между двумя ведомствами в размере взятки судьи. В Бекабаде задержана женщина, которая пыталась вывести в Таджикистан 90 тысяч долларов. В Петербурге поймали 5 граждан Таджикистана за грабеж соотечественника. Генеральная прокуратура Таджикистана изучит видео, снятое силовиками в ходе спецоперации в Рушанском районе Гбао. На видео запечатлены обстоятельства и детали гибели местных жителей. Авторы видео заявляют, что опубликованные МВД Таджикистана фотографии убитых в Рушане являются постановочными. 15 июля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, отвечая на вопрос журналистов о размещенном в сети видео, заявил, что начата проверка, о результатах которой будет сообщено средствам массовой информации. Видео продолжительностью 1,5 минуты опубликовал журналист Рустам Джуни на своей фейсбуковой странице. На видео, снятое таджикскими силовиками, видно, как бойцы ОМОН занимаются сбором тел погибших, и за кадром звучит приказ класть им в руки оружие. Когда и где была сделана видеозапись, власти не сообщают. Рустам Джуни утверждает, что видео, снятое после спецоперации, в ходе которой погибло 5 жителей Рушанского района, это Юдгор Гуламхайдуров, Алишер Почуев, Хабиб Мавлододов, Джангибек Шахбуров и Дохунда Палаев. Два ведомства Таджикистана называют разный размер взятки, из-за которой задержаны судьи Худжанда. За получение этой взятки арестованы бывший глава Худжанского горсуда Хамидjon Мухаммадзода и судья Рустам Махмадсаидзода. Сегодня, 18 июля, на пресс-конференции начальник Следственного управления Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Насреддин Низомзода сообщил, что бывшему председателю Худжанского городского суда Хамидjoну Мухаммадзода и бывшему судье этого суда Рустаму Махмадсаидзода предъявлено обвинение за получение взятки в размере 4000 долларов через посредника. Согласно данным этого ведомства, судьи были задержаны сотрудниками антикоррупции за получение взятки через посредника, адвоката Шодиджона Ходжибоева, для решения вопроса по уголовному делу, которое находилось в производстве у Рустама Мухаммадзода. Сейчас в отношении них возбуждено дело, предварительное следствие завершено и дело находится в прокуратуре для изучения. Все 3 арестованы, отметил Низомзода. Между тем, хотелось бы напомнить, что 14 июля председатель Верховного суда Таджикистана Шер Мухаммад Шохион на пресс-конференции сообщил, что Хамидjon Мухаммадзода и Рустам Махмадсаидзода подозреваются в получении взятки в размере 2500 долларов. Председатель суда и судья обвиняются в получении взятки в размере 2500 долларов. По нашей информации, эта сумма была разделена между ними. Когда дело будет передано в Верховный суд для рассмотрения, тогда мы сможем предоставить больше информации по этому вопросу, сказал тогда Шохион. В Бекабаде задержана женщина, которая пыталась незаконно вывести в Таджикистан 90 тысяч долларов, причем сообщается, что женщина рецидивист. Первоначально 43-летняя жительница Бекабада была задержана при попытке провести через пограничный таможенный пост Фархат в Таджикистан 20 тысяч долларов, спрятанных в обуви, сообщили в силовом ведомстве. И пока по этому случаю шло досудебное расследование, женщина пыталась вывести в Таджикистан еще 70 тысяч долларов. На этот раз она пыталась вывести деньги в одежде. Она задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье 182 Уголовного кодекса Узбекистана. В ходе предварительного следствия задержанная сообщила, что большая часть валюты принадлежит гражданину Таджикистана, а она должна была получить определенную сумму за услуги курьера. В Выборгском районе Санкт-Петербурга группа из 5 таджикистанцев, вооруживших, били, избили, ограбили земляка, после чего скрылись. Однако по горячим следам были пойманы
возбуждено уголовное дело. Сообщается, что инцидент произошел вечером 15 июля в поселке Парголово Выборгского района на севере Санкт-Петербурга. О случившемся в службу 112 сообщил очевидец, который сказал, что 5 избили битый мужчину, отобрали у него документы и скрылись на автомобиле Volkswagen. Он также назвал номера машины. Пострадавшим оказался тоже гражданин Таджикистана. Он сам обратился в полицию и сообщил, что нападавшие, пригрозив ему ножом и битой, отобрали у него сумку, в которой были документы, личные вещи, а также 25 тысяч рублей. Общий ущерб заявитель оценил в 55 тысяч рублей. Полиция вела план перехвата и в тот же день нашла машину и задержала 5 граждан Таджикистана в возрасте от 22 до 33 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж с применением насилия».